Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку, комментарии, лайки, за вашу помощь. Земной вам поклон, мои хорошие. Сегодня у нас отсыпочка, такой мини-прогноз, что ждет, что будет сегодня, завтра, послезавтра. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, скрыто это, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, смотрите, на вас кто-то влияет, либо будет пытаться на вас повлиять. Человек прям подключился к вам, либо подключится, да, и будет вам что-то внушать, либо к чему-то подталкивать, на что-то уговаривать, соблазнять. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Знаете, что у человека планы шкурные и достаточно коварные, поэтому бдительность не теряйте и отстаивайте себя, свои интересы, свое будущее. Это очень важно. Возможно, это не первая попытка у человека на вас повлиять, и, возможно, вы даже в какой-то степени уже попали под влияние этого человека. Человек ничего хорошего вам не даст, скорее хорошее что-то у вас заберет. Вот. Надо за себя постоять. И нужно жить все-таки своей жизнью и своими интересами. И всегда выбирать именно себя и только себя. Так, еще. Здесь женщина поймала огромную бабочку, красивую бабочку. Но это романтика, это комплименты, это восхищение вами и вашей красотой. Вас явно кто-то скоро откомплиментит. Причем так красиво, так приятно вам будет. Ой, девчоночки, ну просто красота. Кстати, мужчины вас тоже могут закомплиментить, противоположный пол, либо даже другой мужчина. Ну, например, высказать восхищение вашей внешностью, вашими физическими данными, вашими умственными способностями. Это будет очень приятно и очень-очень вдохновляюще. Так, еще. Какой-то радостный человек просто мчится в вашу сторону, в вашу жизнь мчится, в ваш дом мчится. Единственное, конечно, что меня смущает, это то, что человек сидит на своем транспортном средстве, либо на коне, кому как удобно, спиной. Да, спиной. Странная, конечно, поза, но тем не менее с правой стороны, то есть во благо, в радость и даже в какое-то удовольствие. Прям летит, мчится на всех парусах к вам, в вашу жизнь. Буква А у вас перевернулась, вверх ножками стоит. Человек на букву А, ситуация на букву А, место на букву А. Здесь какая-то остановка, здесь какая-то пауза, либо, в принципе, отмена даже может отыграться. Ну, например, вы собрались идти в аптеку, а вам кто-то говорит: да ну куда ты идешь, да, аптека уже закрыта, либо там переучет. Либо человек на букву А, вы должны были встретиться, либо человек что-то должен был сделать. Да, человек вам объясняет, что я не могу. Вот у меня возникли такие обстоятельства непреодолимой силы, и я не могу с тобой встретиться, либо я не могу приехать, либо я не могу что-то сделать. То есть у каждого отыграется по-своему. Но буква А явно перевернулась. Так, еще разговор о каком-то любовном треугольнике. Здесь сердце, и на сердце топчется 3 человека. Разговоры. Это будут именно разговоры, обсуждения, либо вы узнаете о существовании какого-то любовного треугольника. В принципе, я не вижу, чтобы вы испытали какие-то болезненные ощущения. Скорее, это как интерес к деталям, либо, в принципе, да, какая-то вот горячая такая скандальная новость, да, что кто-то состоит в любовном треугольнике, либо кого-то поймали на измене. Ну, поговорите, душу отведете, да, выскажите свое экспертное мнение по этому поводу. Но что-то интересненькое. Дальше усы идут, усы. Может быть, человек, который носит усы, либо ситуации из прошлого. Тоже по усам очень часто, кстати, ситуации из прошлого проходят. У вас в правой стороне, и здесь улыбка.
То есть, может быть, в прошлом, либо из прошлого, да, ситуации из прошлого, что-то в ней решится, разрешится, либо удаченько как-то для вас там повернет, вывернет. Либо человечек с усами сделает для вас что-то, что вас реально порадует. Да, вы будете этому очень-очень улыбаться. Человек может быть как и близкий, знакомый, да, так и совершенно какой-то абсолютно незнакомый усач. Так, с левой стороны. Угу. С левой стороны ящерица вышла. На ящерице восседает маленький человек. Маленький, ну прям вообще гномик. Гном. Но по ящерице это всегда какая-то мудрость, какие-то знания, экспертное мнение. Люди, да, ящерица это вообще просто гуру нашего времени. Но судя по размеру человека, возможно, человек как-то в ваших глазах потеряет свою репутацию, свой авторитет. Может быть, вы к этому человеку обратитесь с каким-то вопросом. Человек скажет: а я не знаю, да, а я не понимаю, а я типа это не изучал. Либо, например, человек, которым вы восхищаетесь, ну, допустим, да, вот как пример. А может быть, вы ну, на том же Ютубе, да, на Ютубе смотрите каких-то экспертов, знатоков, там, специалистов. И тут вам попадется видео, да, где человек, ну вот просто опростоволосится, и окажется, что он профан, да, в том, о чем он говорит. Как-то мнение у вас поменяется, немножечко такой осадочек пойдет, скажете: а я-то тебе верила, да, либо а я-то думала. Да, ну бывает такое, да, легкое разочарование, назовем его так. Легкое разочарование. Ящерица она есть, то есть это знание оно есть, либо это наука она есть. А вот тот, кто сидит на этой ящерице, восседает, ну прям гном, да, то есть какие-то минимальные знания, либо минимальные познания. Ну, так иногда бывает, да, так иногда бывает. Как говорится, не создай себе кумира, да. Вот и у вас так произойдет. Так, еще с левой стороны ленивый мужчина мне выходит. Ну, прям совсем ленивый. Ну, прям совсем ничего не хочет делать. Будет придумывать всякие отмазки, симулировать состояние. Ну, типа, я заболела, у меня что-то болит, да. Меня не кантовать, ко мне не подходить. Но, с одной стороны, это забавно, да, как он это делает, там, актерское мастерство, ну, в общем, вы меня поняли, да, не первый раз, я так понимаю. А с другой стороны, немножко обидно. Почему вы сами должны все делать? Почему вы сами должны за все отвечать? Девочки мои хорошие, мамы, либо жены, невесты, да, пожалуйста, не надо конфликтовать, не надо конфликтовать. Вот смотрите, сегодня он симулирует, а завтра действительно может почувствовать себя плохо. То есть у него эта ленность от недостатка энергетики. Недостаток энергетики. Ему сейчас действительно лучше отдохнуть, передохнуть, выдохнуть. Иначе он действительно может приболеть либо заболеть. Это ж, понимаете, крайне нежелательно. Оставьте его в покое. Возьмите с него честное слово, что он что-то сделает, либо какую-то задачу выполнит. Хотите, расписку с него возьмите. Вот. Он отлежится, придет в себя, поверьте. Если слово даст, он его сдержит. Ну, вы и сами знаете, без меня знаете. Так, еще какие-то следы. Кто-то наследил. Либо наследил, либо наследит. Да. Следы. Может быть, в прямом смысле слова, да? Следы, которые вам придется оттирать. А может быть, человек настолько вот плохо что-то сделает, либо ну, какую-то гадость, либо какое-то коварство проявит. И вот прям по следам вы выйдете на того, кто виновник. Так, дальше. С левой стороны вы с кем-то в одной лодке. Причем это как басня, да? Каждый смотрит в свою сторону, и каждый гребет в свою сторону. И лодка, она просто, вы знаете, раскачивается и никуда не движется. Здесь подход неправильный. Поймите, вы уже оказались в одной лодке. То есть вы уже повязаны с друг другом. И лучшая стратегия – это объединиться, а не спорить до последнего, и чтобы каждый реализовал свой интерес. Вы мне в этой лодке выглядите как самый умный и адекватный человек. Пожалуйста, возьмите инициативу в свои руки. Именно у вас получится возглавить это маленькое общество и, наконец-таки, начать движение. Движение, куда нужно, всем вам нужно. Это может быть ситуация на работе, да, в коллективе. Это может быть ситуация в семье. То есть здесь как... Вот знаете, люди поют, когда поют многоголосие, да,
А у вас, наоборот, разноголосие получается. Да, каждый в свою сторону, каждый к своим берегам. Лидера, нет лидера. А вы от природы лидер. Вам важно не побояться и назвать себя лидером. Поверьте, не все обрадуются и все вам доверятся. Потому что у вас авторитет, дай Боже. Так, еще человек на букву О. Мужчина либо женщина. Это имя либо фамилия. И даже, кстати, может быть какое-то звание, должность. Вас знатно удивит. Вы себя почувствуете, ну, как маленький ребенок. Да, маленький ребенок, который попал в чудесную страну. Я не могу сказать, что конкретно сделает этот человек, но состояние ребенка у вас сохранится, не знаю, на сутки. Будете все думать и удивляться. И говорить, ну как же так? Ну как же так, да? Ну как такое может быть? О, чудеса. Человек на букву О. Так, дальше, мои хорошие. Птица лететь не хочет. Лететь не хочет, села и сидит. Возможно, вам нужно к кому-то обратиться, что-то написать, созвониться. А вы в такое состояние впали, что вы не хотите. Может быть, не хотите конкретно к этому человеку обращаться. А может быть, вы забудете, что вам нужно куда-то позвонить, либо кому-то что-то написать. Вы уж себе там где-нибудь отметочки ставьте, либо напоминалки в телефоне. Потому что эта птица, она должна улететь. И улететь она должна с вашей стороны. Но по какой-то причине она вот просто села и сидит. Да? Говорит, я никуда не лечу. Все, я уже прилетела. Ребят, это важно. Мы все не молодеем. И есть всякие ситуации, когда мысли об одном, руки в другом. Да? Поставьте себе напоминалку, потому что это важно. Важно отправить эту птицу. И не затягивать. Это тоже очень важно. Какое-то драгоценное время вы рискуете потерять. Драгоценное, выигрышное для вас время. Да. Так, здесь на работе какая-то ситуация, либо в работе какая-то ситуация. Почему-то вы очень разочарованы. Разочарованы своей работой, разочарованы своим начальством, разочарованы своими коллегами. У кого-то даже отыграется привкус горечи. Может, зарплата придет. Да, вы скажете, боже, ну это же крохи, ну как на это жить? Может быть, ну скажем так, не оправдаются ваши ожидания. Либо у вас глаза откроются на вашего начальника, либо на коллег. Значит, девушки, мужчины, кто меня смотрит, в жизни все бывает. И так бывает, что тучи сходятся над головой. Не надо впадать в отчаяние, не надо обрывать там связи и говорить, что все, вы все тут дураки, я увольняюсь, да, я с вами больше работать не буду, мне не хватает денег, либо меня это все не устраивает. Не надо этого делать. Здесь нужно выждать. Это, знаете, как пресловутая это зебра, да, жизненные полосы. Сегодня черная, завтра белая. Не рубите сук, на котором вы сидите. Поверьте, вы поменяете работу, поменяйте обязательно, либо будут улучшения в вашем бизнесе. Но не сегодня, но в будущем. Понимаете, а если на всем этом вот прям крест поставить, да, и от всего отказаться, то вы перечеркнете те улучшения, которые идут к вам по судьбе. Не надо, не принимайте каких-то вот спонтанных и эмоциональных поступков и решений. И, пожалуйста, если вы кем-то недовольны, либо чем-то недовольны, молчите, не надо об этом говорить. Это вам строго противопоказано. Вы можете тут наговорить, конечно, на эмоциях, а потом уже, как говорится, с памяти не сотрешь. Люди это все запомнят и, соответственно, будут так себя вести, либо так к вам относиться. Здесь важно сохранить спокойствие, выдержку и такт. Вот это как, знаете, эти три кита, на которых вы должны держаться и балансировать. Ни в коем случае не срываться. Понятно, что все бывает, и обидно бывает, и противно бывает, и горько бывает. Но вы должны продержаться. Сегодня не очень, а завтра будет хорошо. У вас как-то так жизнь идет. Не впадайте в отчаяние и не эмоционируйте так громко. Это важно. Кто-то вам будет звонить, названивать, либо написывать. Человек, на которого вы потратите очень много времени. Пользы от этого я не вижу. Ну, разве что как развлечетесь, отвлечетесь, поболтаете, посплетничаете. Но очень много времени тратится впустую. Может быть, там человеку нечем заняться, там от скуки человек с ума сходит, да, и начинает всем звонить, названивать. Но у вас явно есть дела, явно есть задачи, которые нужно выполнять. Разговоры разговорами, но относитесь рационально к своему времени. Это очень важно.
Так, веер у вас вышел, веер. Но по вееру очень часто какие-то секретики и тайны проходят. Здесь больше как рекомендация, да, рекомендация не совать нос туда, куда не надо, и, соответственно, никого в свои дела не посвящать. Иногда так в жизни бывает, что нужно высказаться. Ну, кем-то вы недовольны, либо на кого-то вы обижены, и хочется высказаться. Не стоит этого делать, потому что могут быть необратимые последствия. Да, вас могут предать огласки, ваши жалобы, ваши претензии, и будет неудобненько. Неудобненько. Поэтому закройтесь этим веером, да, и пусть вас никто не видит, пусть никто не знает о ваших мыслях и о вашем посыле. Это важно, чтобы потом не жалеть и за локти себя не кусать. Я еще раз говорю, все бывает в жизни. Бывает накипело, наболело, хочется высказаться. Но хотите, поговорите со своим отражением в зеркале, но не с чужими людьми. И даже самый близкий человек может вам потом предъявить, да, за то, что вы такой вот несдержанный человек, да, и болтаете почем зря. Чтобы избежать вот такой конфуз, да, лучше промолчать. Так, еще кто-то вверх ногами висит и очень громко просит о помощи. Просит о помощи. Ну, человек либо как-то заблудился, потерялся, либо запутался в чем-то. И никто не хочет помогать. Никто. У вас тоже будет дилемма, стоит, не стоит, надо, не надо. Может быть, человек не совсем близкий, может быть, не совсем вам приятный человек, либо малознакомый человек. Здесь, конечно, выбор ваш. Но если вы поможете, человек вам будет крайне благодарен. Человек этот совестливый, человек ответственный и, как говорится, добра не забывает. Это, знаете, как работа на свое будущее. Опять же, выбирать, конечно, вам. Если вы пройдете мимо, никто вас не осудит. Но если поможете, то в будущем это, конечно, вам вернется стократным добром. Так, с каким-то очень милым зайчиком вы будете общаться. Ну, зайчик, конечно, милый, но он все-таки зайчик. Зайчики очень пугливые, и живут они в лесу. Как что, так сразу в лес. Девчонки, сильно тут не обольщайтесь. Человек, конечно, симпатичный, очень милый, обходительный, но очень быстро может потеряться, да, забежать в лес, и потом Васькой звали. Имейте это в виду, не стройте какие-то прям глобальные планы на этого человека. Время все покажет и расставит по своим местам. Да, общаться можно, но не так, чтобы прям уже с головы уходить в эти отношения, либо делать все ставки на эти отношения. Человек все-таки заяц. Скорее всего, не ваш вариант. Да? Вам более такой серьезный мужчина нужен, уверенный в себе, знающий цену своего слова. Такой, да? А этот так, поразвлекаться, да, на один вечер. Так, еще ревность идет, ревность. Кто-то вас приревнует, причем приревнует достаточно жестко, да, с тем, чтобы там высказать, надуться на вас, пофыркать на вас. Ревность может быть как в любви, так и в отношениях. Ну, например, в коллективе кто-то может приревновать, в семье кто-то может приревновать, даже начальник вас может приревновать. Да, вы с этим столкнетесь, и какая-то, вот знаете, подача будет необычная. Сразу не поймете, что это ревность, обижаться начнете. Как поймете, что ревность, так и успокоитесь. Ревнует, вас кто-то будет ревновать. Так, еще что-то вы пересчитываете, перекладываете. То ли какие-то бумажки вы будете перебирать в большом объеме, то ли что-то вот считаете. Ну, дай бог, чтобы деньги вы так вот прям пересчитывали большой объем денег. Хотя, если вы кассир, либо работаете в банке, либо бухгалтер, то оно это понятно. Но вот с какими-то бумагами будете возиться. Прям много времени на это потратите. Так, и еще. Я вижу, кто-то из вас пойдет на свидание. Свидание будет либо импровизированным, ну, либо строго спланированным. Тут либо вы случайно с кем-то прям встретитесь, столкнетесь, и человек скажет, ну пойдем там кофеечку попьем, да, либо пойдем там в барчик посидим, да, и вы так пойдете, хорошо время проведете, поболтаете, что-то обсудите,
кто-то договориться о чем-то. А у других, да, идет человек прямо на вас с целью с вами куда-то сходить. Но здесь уже будет как ресторанчик хороший, да, человек заранее там местечко забронирует. То есть покажет, что да, я вот ради тебя, для тебя ничего не жалею. Но вы хорошо проведете время. А вот кем бы ни был этот человек, вы очень хорошо проведете время. Вот прям отдохнете и вкусно покушаете, в приятной атмосфере посидите. На вас это произведет очень такое хорошее впечатление. В целом вы очень будете довольны, что с этим человеком сходили. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.